друзья, ассаламу алейкум, витаю вас. Витаю. Ничего у нас тут не включается. Друзья, стрим сегодня. Так, давайте все сначала. 25 ноября 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, канал YouTube Reality, канал TikTok Аслан Арцуев, а также Human Rights Center у нас не открывается почему-то в X. У нас комната. Туда может заходить, кто хочет, может кто послушать, если хочет. Но почему-то у меня она не включается сейчас пока что. Запись создана. Подключение. Начать. Ну, не включается. Ну да ладно. Но почему-то у меня она не включается сейчас пока что. Пока оставим ее. Так. 17 часов 3 минуты по Берлину, 18 часов 3 минуты по городу Джохару. Друзья, сегодняшний свой стрим я назвал «Геноцид через мобилизацию. Цена войны РФ в Украине для Ичкерии». Шамсад Раялу алейк салам, шавик кельчумелу швега, Маша Дойль Шовежери. Ижери Шавига. Всех, друзья, приветствую. Как обычно, свой стрим я начну с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских оккупантов в Украине. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1610 русских террористов, 6 танков уничтожено, 27 боевых бронированных машин уничтожено, 22 артиллерийские системы, 114 БПЛА, 84 автомобильной техники и цистерны и 2 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Валейк салам тлек. Приветствую, слава Украине, Аллах Казахстан. Согласен полностью. Ну, не могу понять, что такое тут такое. Почему не создается? Вот, создалась. Так, у нас группа Human Rights в X. Так что... Ага, это я не могу участвовать, окей. И как ее теперь отключить? Прямой эфир. Так, валейк салам, Шамиль, приветствую, витаю, Георгий, валейк салам, всех приветствую, друзья. Как ты считаешь, говорит, как ты думаешь, кто сильнее, Турция или Россия? Ну, что сейчас подразумевать под Турцией и что подразумевать под Россией? На данный момент я считаю, что Россия очень ослабла, Турция входит в НАТО. Если бы не НАТО, то, конечно, я думаю, что Россия была бы сильнее, и Турция в этом смысле всегда себя вела очень-очень осторожно по отношению к России. Очень. Как-то так. Друзья, сегодняшний свой стрим, который я назвал «Геноцид через мобилизацию. Цена войны РФ в Украине для Ичкерии», так мной назван, потому что во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия
очень большие события происходят. Да, эта мобилизация идет по всей фашистской России, но во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия это делается с особым цинизмом, с особым размахом. Дело в том, что сегодня мы можем говорить о том, что там чеченцы воюют против Украины, там как это ужасно, как это все плохо и так далее. Но дело в том, что все, в том числе и Украина, виновны в том, что сейчас чеченцы находятся в рядах этой фашистской российской армии. Идет тотальная мобилизация, у людей высосали все деньги, которые можно было высосать через эти разные военкоматы, там эти справки и так далее. И у людей нет денег. Сейчас забирают всех подряд на эту преступную войну. И из-за того, что весь мир оставил нас один на один с этой фашистской Россией, из-за того, что этот весь мир назвал нас частью России, Россия теперь на законных основаниях, да, этим Западом, этой Украиной дано было разрешение России. Они одобрили забирать людей на войну. И теперь вот эти люди, бедные, многострадальные, чеченский народ сейчас забирается на войну. Ну просто ужас, что творится. Ужас. И при всем при этом весь мир дальше продолжает играть в эти игры. Воротят нос от нас. Украина, слава богу, признала Чеченскую Республику Ичкерия. Геноцид, то, что в Чеченской Республике она признала, то, что Россия совершила. Но по большей части весь остальной мир, видимо, нужно 10 лет, чтобы вас топтал русский, вашу землю топтал русский сапог военный, чтобы признать Ичкерию. Надо, видимо, через кровь, лишения, страдания доходить до простой истины, что если вы не оказываете людям обязанную вами, декларируемую вами ценности, не оказать такую помощь в это время, соблюдая просто закон, ничего мы для себя не требовали, то вот расплачиваться приходится кровью. Вот такое вот тяжелейшее положение сейчас в Чеченской Республике находится. Когда людей забирают уже на войну, когда он становится уже солдатом, когда его убивают товарища, он уже втягивается в эту войну, буквально через несколько недель это уже может произойти, то, к большому сожалению, у войны свои правила, законы, и люди уже живут местью, ненавистью, ну вот по инерции существуют, и только-только вот происходит усугубление, эскалация всего этого происходит. К большому сожалению, на наших глазах все это происходит, на наших глазах. Лицемерный мир, лицемерная политика этого мира привела вот к сегодняшней трагедии. Сегодня Германия и Франция, и Англия, и Соединенные Штаты Америки, все эти страны заигрывали, взращивали Россию. Помните, есть видео у меня на канале здесь, в YouTube, где украинский представитель Руха, обращаясь к американской журналистке, специально, это 90, по-моему, 2-й или 3-й год, американской журналистке обращается и говорит: вы взращиваете монстра, который вас самих съест. Вот о чем речь. Тогда это люди видели, и сейчас это происходит. Сейчас происходит то же самое. То же самое. Нету единой позиции, нету единого фронта. Каждый пытается извлечь себе выгоду. Почему немецкие и французские войска еще не в Украине? Мы дадим ракеты, говорит Шольц, мы не дадим ракеты. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же опасно. А как же опасно будет, уважаемый Шольц, если украинцы в один день поднимут белый флаг
и скажут, а мы больше не будем воевать. Если вот эти, кто вместе с русскими начинал эту войну, не дают нам даже ракет, а гарантировали, возьмем ядерное оружие, да, всего лишь меморандум был. Но ядерное оружие это настоящее у украинцев было. Украинские политики виноваты в этом во всем. И мы, чеченцы, малочисленные народы в этом мире, и не только наша страна, внутри российские народы, они страдают, они гибнут. Русские русских берегут, хотя их тоже массово засылают. В основном буряты, якуты, дагестанцы, кавказцы, чеченцы. Вот кто гибнет в этих войнах. Да, русские тоже гибнут. Но с Москвы мы не видим такой всеобщей в Москве, в Санкт-Петербурге, где отлавливают всех прохожих, всех, кто идет дома у себя спит, заскакивают, ловят. Мы этого не видим. Почему русские не идут защищать свою великую Россию? Почему это должны делать чурки, черномазые или еще как вы их там нас всех называете? Вопиющая несправедливость, вопиющая. Англия, Франция, Германия должны собрать свою армию, отправить в Украину. Должны сражаться. Вы же поднимали, Тони Блэр поднимал Путина. Джордж Буш заглядывал в глаза и видел человечность в глазах Владимира Путина. Человечность. Он у КГБшника, у которого ничего человечного нет, он увидел человечность. Во время геноцида чеченского народа эту человечность он увидел. Мы, уважаемый Джордж Буш младший, мы видели только оскал смерти, хотя ты там, может, человечность какую-то видел. Вот к чему мы приходим. И мы должны гибнуть. Мы чеченцы. Украинцы расплачиваются за ошибки своих политиков. За то, что они тогда не предприняли шаги, и их армия не была вместе с нашей армией в одном окопе против России. Братья были русские. Понимаете, украинцы, вот сейчас мы смотрим, как русские берут отпускные еще в 2014-2015 году и идут воевать против Украины. О, боже мой, эти русские отпускники, они же там воюют. А кем были украинские военные, которые брали отпускники и ездили в Россию наемниками убивать чеченцев? Это же тоже было. Это тоже было. Кто не будет нести за это ответственность? Украинские политики будут нести за это ответственность? Украинские военные, кто воевал, кто бомбил города чеченские, населенные пункты бомбил, кто будет нести ответственность? Будут эти летчики нести ответственность? И вот эти двойные стандарты, вот эта ложь, вот этот обман, приходится за это платить нам, простым людям, своими жизнями, своим здоровьем, своими судьбами, сломанными судьбами. Невероятно, невероятно, что происходит. Весь Запад, да, мы поможем Украине, мы разобьем на поле боя Россию, мы победим Россию, потому что мы такие все крутые. А одни украинцы воюют. Одни пацаны, вот 25-летние, 20-летние, ну там 40-летние, конечно, всякие есть, весь народ украинский воюет. А где французская армия, где английская армия, где немецкая армия, где они? Почему их нет? Почему эта война не заканчивается? Уже 3-й год она идет. Широкомасштабно, так уже 11-й год идет. Почему чеченцы должны гибнуть на этой войне? Почему вы все сговорили, что Чечня это часть России? Давайте все сговоримся, Украина часть России. Наберем в русскую армию этих украинцев, которых предали и предают по сегодня день. Как предавали нас когда-то. И пойдем дальше, на Польшу пойдем, на Берлин, восточная часть Берлина. Немецкая политик Сара Вахенкнехт, какая-то там есть одна.
встречается Собчак. Случайно так встретились, случайно сфотографировались, случайно представитель Путина, случайно кандидат в президенты России, матерая, потомственная КГБшница, абсолютно случайно встречается с представителем партии, которая действующей власти, и там оппозиционерами в Германии встречается. Такая вообще невероятная случайность. О чем могут они разговаривать? А я вам скажу, о чем они могут разговаривать. Ты будешь генеральным секретарем ГДР. Вот что ей могут предложить. А что ей еще можно предложить? В ФРГ, Западной Германии, она нафиг никому не нужна. Она интересна вот этим восточным немцам, Штази, вот этим подхолопным, прорусским. Вот она им интересна. Давайте разделим Германию. Этого же русские добиваются. Этого русские. А почему мы не должны делить Германию? Объясните мне. В чем проблема? Чем Германия лучше чеченской земли? Если Чеченская республика Ичкерия, которая вышла по праву после развала Советского Союза и никогда не входила в Российскую Федерацию, вы называете частью Российской Федерации, то почему бы нам не назвать ГДР частью Российской Федерации? Почему нет? Где разница? В чем разница? В чем отличие, что мы не должны так делать? Они встречаются. Вот из-за этого в Украине до сих пор течет кровь. Вот из-за вот этих двойных, тройных, десятерных стандартов идет эта война. Шел геноцид чеченского народа. Именно из-за этого двойных стандартов. Именно из-за того, что Шрёдеры, кто там, еще там эти все КГБшные. Вот смотрите в Берлине. В Берлине вся КГБшная вот эта рать заседает. Понимаете? Немцы сидят спокойно, бабки капают. Некоторые немцы не любят американцев. Вот у них ненависть, что вот их американцы оккупировали. Очень плохо, что вот у них плохо. Они бы, если бы не американцы, они бы такие великие были бы. Снова бы заявили бы о себе, как там, о ком-то, не знаю. И этим оправдывают, что мы сейчас как бы умный теленок у двух маток сосет, да, так, по-моему, говорится, якобы умный теленок. А на самом деле это предательство самое настоящее, предательство общих ценностей, демократических, общечеловеческих ценностей. И именно из-за этого предательства треть чеченского народа оказалась здесь, в Европе. Не потому, что мы хотели в эту Германию, или в эту Францию, или в эту Европу. А именно потому, что на нашей земле нам не оставили места. Бежали, спасаясь, установили там чисто русский террористический режим, о котором русские мечтали, и угрожают теперь всему миру. Покупают всех. Почему здесь русские деньги в Европе ходят? Объясните мне, может, я чего-то не понимаю. Почему? Почему до сих пор агентура здесь действует, а? Борются они с международным исламским терроризмом. А где этот исламский терроризм? Покажите мне это суть, гнездо этого исламского терроризма. Вы знаете, где он находится? А я знаю, это на Лубянке находится. Террористическая банда ФСБ создает этот исламский терроризм, который все вместе борются и делают вид, что они не понимают, что это делают русские. Каждому на звездочки, на погоны. Боремся с терроризмом, удобно, легко. Так вы свой суверенитет сдаете. С кем вы боретесь? Против вымышленных. Да, есть там отмороженные напрочь. Ну, в какой религии или в каком социальной или общественной группе, этнической группе не найдется радикал или какой-нибудь фанатик. Вот такая вот ситуация происходит. Сейчас Украина сражается, мы дадим ракеты. Ой, не дадим ракеты. Нет, все-таки мы дадим ракеты. А потом все-таки не дадим ракеты. А я предлагаю украинцам просто взять один день и сказать, мы не будем больше воевать. Все, мы отказываемся воевать. Все, мы идем капитулировать. Шучу, конечно, это смертельно опасно для Украины. И поэтому этим и пользуются.
Поэтому этим и пользуются. Потому что украинцы поставлены в такое положение, что им уже деваться некуда. Так, пипеточно чуть-чуть. Вот вам оружие, вот вам чуть-чуть этого. Ну вот вам, спасибо и на этом. А могли бы все быстрее закончить. Давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Давайте поговорим об этом и многом другом. Ой, я смотрю, тут вся троллятина активизировалась. Может быть, Америке нужен этот монстр в лице России? Да, совершенно верно. Соединенным Штатам Америки и Великобритании нужен этот монстр в лице России. Я, да, считаю, что прихожу к этому, к большому сожалению, к отвратительному выводу. Да, он нужен, этот монстр. Нужен монстр против Китая, нужен монстр еще для каких-то своих целей. И знаете, просто нужен, знаете, когда красивая подружка берет с собой некрасивую подружку и идет тусоваться там куда-нибудь там на дискотеку или в клуб. Понимаете? И все вокруг нее, потому что она на этом фоне, вот на этой некрасивой, все вокруг нее вьются. Потому что она на ее фоне симпатичная. Вот для этого нужно показать, смотрите, если не будет меня, вот такой не очень красивой, ну вот такой вот, какой я есть, у вас будет вот эта уродина. И все говорят, ну ладно, что ж мы. Вот для чего это делается. И против Китая делается. А между собой договариваются. Сидят ООН и решают. Ну ладно, наложим вето. Наложили вето. Нормально. Ну ладно, начнем войну. Ну мы против. Ну и будьте против. А мы начнем. Ну хорошо, ладно, начните тогда. Вот и вся вот политика. К большому сожалению. То есть США уродина. Нет, не США уродина, а у США рядом с собой берет уродину, чтобы на ее фоне выглядеть симпатичнее. Вот так я это вижу. А вы скажите, что это не так. Русские обнуляют нацменов России на Украине. Но они обнуляют всех, кто там возникает. Артем Молодцов. Да здравствуй, Ичкерия, отдельная РФ. Спасибо, Артем. Амин. Совершенно верно. Россия страна-террорист. Да, совершенно верно. Чеченцам салам, Менде от калмыков. Чеченцы грамотный народ, умные. Калмыкия, приветствую вас. Салам. Я смотрю, очень обиделись все. Одновременно все обиделись, да? Аслан, ты же сказал, война в этом году закончится. Я не сказал, что война в этом году закончится. Во-первых, я сказал, что я надеюсь, что она закончится в том числе и в этом году. Я сказал, что в этом году будет уничтожен Путин в сортире своего бункера. И ставлю на это 200 евро. Вот что я сказал. Смерть Путина – это еще не конец войны. Это только начало. В России будет бардак, революция,
Ну, по крайней мере, вот то, что мы видим. Сами ФСБшники нагнетают обстановку, потому что именно создавая хаос, они, управляемый хаос, они в мутной воде ловят рыбку, ликвидируют всех лидеров, ненужных и так далее. И потом снова как плесень, которая закрашивается просто штукатуркой, снова опять вылезут. Вот у них такой план. Проверенные, уже много раз они так делали, идут по этому плану. Почему 200, а не больше, ты же уверен? Ну, потому что у меня больше нету, я не очень богатый человек, я тебе скажу, Амин Годжан, да. А уверен я не на 100%, понимаешь? Баркал, Ребель. Союз, спасибо за подарки. Спасибо. Почему ФСБ нужны русские общины, Аслан? ФСБ, вот именно о чем я и сказал, для того, чтобы создавать дестабилизацию в России, чтобы когда из Украины возвращаются вот эти все убийцы и террористы, которые мне сегодня прислали видео, сидят в какой-то комнатушке, 3 человека, ну комната, зал такой, метров может 30-40 квадратных. Один или двое ранены, один на ногах. И у них вот между ними вот так лежат трупики. Трупики обгорелые, простреленные, разорванные, такие уже очерневшие, такие уже как мумии. Понимаете, там от холода они уже там окочурившиеся, такие трупы лежат. И они вот среди них лежат. Понимаете? Они вот лежат среди этих трупиков, и никаких вопросов. Они даже не берут эти трупы в сторону, не оттаскивают. Это их побратимы, их товарищи. Понимаете, вот она Россия, вот русская армия, вот их менталитет этих людей. Там ужас, что творится. Ужас, самый настоящий. Эти люди будут возвращаться. У них нету вообще, они потеряли уже жизнь, смерть, человечность, у них ничего нет. Из зон, из всех, вот это, всех бандитов за деньги кто идет. Ну кто пойдет за деньги? Рискованные, отмороженные, просто ублюдки идут туда воевать. Они все будут возвращаться. Они могут стрелять, они научились стрелять. Смерти они уже не боятся. И вот нужен хаос. Внутри России должен создаться хаос. Они будут говорить, мы ищем английских шпионов, которые тоже наверняка там найдутся. Ну а их будет вот 1%, а зачищать будут 100%. Вот как это будет. Так это всегда у них было. Они там где-то там что-то услышали. Все, недовольны, все, ты агент Ми-6 или кто там, английской разведки и так далее. Вот. Смерть шпионам, расстрелять, вот и все. Так и будут делать. Россия погружается в ужас и в хаос. Никто не хочет разваливать Россию. Нужно, чтобы там она была как... Тут один грузин нам у нас в интервью говорил. Помните? Им нужен беззубый медведь. Беззубый, без клыков, без когтей медведь им нужен. И никто его не собирается убивать, никто не собирается его жертв отпускать. Вот такая вот ситуация, какую мы сейчас видим. Вы просто грантососы, а не патриоты, говорит Амиго Джан. Амиго Джан. Смотри, ты про 200 евро, почему так мало, там, такой чушь такую нес, теперь еще про грантососы. Ну, я не получаю никаких грантов, я делаю все за свои деньги, никаких денег мне никто не платит. Работаю на стройке, работаю в офисе, перекладываю бумажки и вот веду вот эту свою деятельность. Какие гранты, кто гранты платит, где доказательства? Такую чушь несете, ну приведите доказательства. Вот то же самое про ваших английских шпионов. Вот там английский, американский шпион. Нет, чеченский шпион, чеченский. Гражданин, рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия, который знает, что вы для нас представляете смертельную угрозу. Для будущих поколений вы представляете смертельную угрозу. Только лишь из-за этого. Просто хотим жить.
Ничего личного, хотим жить просто. Понимаешь? А с людоедами, зверями жить невозможно. Понимаешь? В одну клетку к вам загнали, и вы там на войну отправляете. Когда хотите, депортируете. Когда хотите, сжигаете, расстреливаете, шпионами объявляете. Понимаете? Вот что. Дело не в американских, английских там грантах или в чем-то. Дело в вас, Россия, фашня. В вас дело. Вот в чем вопрос. Так. Все верно говорите. Так. Если такие, как ты, не существовали, было бы по-другому, говорит Абу. Что ты имеешь в виду, Абу? Аслам, пусть силы Вселенной вас не покидают во имя Аллаха Всемогущего. Амин. Вы говорите совершенно про... Роза, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Что с СССРом случилось? С СССРом ваше КГБ, которое являлось сутью вашего КГБ, этого СССР оставила всю КГБшную номенклатуру на местах во власти во всех республиках СССР и приказала долго жить вашему коммунистическому режиму. Те самые, которые за этот ваш коммунистический режим раскулачивали, всех богатых, всех умных, расстреливали, ссылали, чего только не делали, просто чтобы нажиться на этом, на их имуществе, просто ограбила свое население и сделала их рабами. То есть из крепостного права плавно борцы с царем, с монархией опять стали рабами. Только теперь монархами стали Ленин, Сталин, КГБ. Вот и все. И то КГБ, которое миллионами расстреливало нас всех граждан Советского Союза, наших отцов, дедов, бабушек, эти люди 3 поколения, 75-80 лет, заставляли бесплатно нас работать, как рабов, самых настоящих рабов, не имея ничего в собственности. И потом договорились с Западом и сказали, ну ладно, мы решили, не получается. А Запад был против развала Советского Союза, потому что Западу нужна была некрасивая уродина, чтобы на ее фоне выглядеть очень симпатичным. И вот предложили развалить Советский Союз и влиться в западное сообщество. Ельцин полетел в Америку, воскликнул в Сенате: «Господи, благослови Америку, что мы отдаем химическое, биологическое, бактериологическое и всякое другое оружие. Помогите нам, спасите нас». А теперь Путин рассказывает, в каждом там на столе, в каждом здании атомной, там разных там лабораторий или институтов стоял стол, на столе стоял американский флаг и сидел работник ЦРУ. Так вы сами их всех позвали. Вы их всех позвали за то, чтобы вам окорочка дали, чтобы вы из этой колхозной экономики перешли на цивилизованную рыночную экономику, чтобы у вас люди с голоду не умирали.
Вы же сами их позвали, вас спасали эти американцы, этот Запад, это Англия. Они вас вытаскивали. Вы их благодарили, вы им на коленях стояли перед ними. Вы умоляли их обо всем. Ну и заодно вы поделились с ними. Поделились нефтью, газом. Не вашим нефтью, газом, нашим нефтью и газом. Нашим якутским, бурятским, ямало-ненецким и всеми остальными другими народами, которые проживали. Поделились, раздербанили. И все, что мы 70-80 лет копили, между собой разделили. Вон Ходорковский сидит, рассказывает. Ходорковский преступник, вор, коррупционер, бандит самый настоящий фашист. Ваш Ходорковский, миллиардер, это ваша икона демократии. Это ваша икона демократии. Да он сидит и рассказывает, он с Рокфеллерами, или кто он там, с кем-то там, с американскими какими-то там банкирами, там кто-то у них какие-то гарантии там были. Так народ в этом не участвовал, ни советский народ, ни русский народ, ни тем более чеченский народ, который получил больше зла от этой советской власти, чем кто бы то ни было. Вот раздербанили между собой, все, поделили, зажили, потом почесали репу такие, ага, мы должны обмануть американцев, Запад, ну а как не обмануть, это же КГБ, по-другому КГБ не умеет, надо обмануть. А как обмануть? Мы должны, сейчас уже теперь понятно, что и Китай в этом замешан, что мы создаем от Лиссабона до Владивостока империи. Против демократии. Тут Запад нам демократию толкает, сам эту демократию иногда приторговывает принципами. Запад спокойно закрывает глаза, геноцид, извините, бывает. Малой кровью, пожалуйста, говорит Билл Клинтон, идет уничтожение целого народа, фашисты уничтожают там детей, всех подряд, а икона демократии, лидер свободного мира говорит, вы там внутреннее дело как-нибудь сами быстро, малой кровью, вот вам несколько миллиардов, возьмите и решите вопрос. Вот так говорили. Это правда, это должны знать, чтобы это не повторялось. А то мы снова окажемся. Невыученные уроки истории обычно снова повторяются. И вот КГБ, которое должно было защищать коммунистическую партию, идеологию, они же на страже стояли против шпионов американских, английских, всего этого. Договорились с американцами, с англичанами, с французами. Он Тони Блэр прилетал, Путина поздравлял, когда это делал. Кто знал, кто такой Путин, КГБшник? Кто разрешил бы на Западе? Мы сейчас видим, как вся эта процедура происходит. Кто разрешил бы стать президентом России человеку, если бы он не был проверен на Западе? Путину. Кто бы разрешил бы? Кто бы его поддерживал бы? Кто бы его G7, G20 принимал бы? Это все делал Запад, уважаемые. А КГБ, которое обязано было защищать советский строй, коммунистическую идею, раздербанили, посмотрите, все КГБшники и их агентура, от Ходорковских, Березовских, Боровых разных всяких, это миллионеры, миллиардеры, мультимиллионеры, очень богатые люди. А что у русского народа или у советского народа, постсоветского народа? Дуля, вот что есть. И война, гибнуть, топить в крови себя и других, вот что есть у нас у всех. И потом подумали КГБшники, создадим-ка мы, не хотим мы быть под американцами. Они, конечно же, нам многое позволяют, целый народ в крови утопить позволяют, чеченские. Но все равно мы ненавидим их, потому что генетический код КГБшника – это антиамериканизм и антисемитизм. И, конечно же, чеченофобия. Чеченофобия – это самое главное. Для этого нужно было восстановить великую русскую империю. К сожалению, без Киева великую русскую империю не восстановить, потому что пшик это получается, а не империя.
что все фейк у русских. Есть только вот настоящая славная история у Киева. Будем забирать Киев. Вот только для этого, для истории великих императоров России, которые сейчас под Китаем и так далее. Вот такой вот бардак произошел. Из-за двойных стандартов, из-за играния в реал-политик и лицемерия, цинизма, коррупции. Вот из-за этого мы пришли к тому, что сегодня мы пришли. Вот так развалился Советский Союз. Советский Союз разваливали КГБшники с девизом «разойтись, чтобы сойтись». Они потом должны были все соединиться. И они пытались, СНГ делали, третий, просто некоторые народы, как, например, Украина, как, например, Грузия, Азербайджан, хоть и там КГБшники были, но они пытались вырваться. Пытались вырваться. Вот сейчас Украина пытается вырваться. Вот как-то так, друзья. Так, алейк салам, байсангур, салават. Всех, друзья, приветствую. Кто-то со мной согласен, кто-то меня ругает, как обычно. Ну, главное, вы понимаете, о чем речь. Русские хотят снова депортировать чеченцев на Дальний Восток, когда все будет у русских готово. Нет, пока депортация, по всей видимости, мы не видим. Скорее всего, речь идет, ну, если дадут чеченцам автоматы, оружие, то уже это будет трудно забрать у них автоматы и отправить их в Сибирь или там на Дальний Восток. Поэтому, если дают автоматы, то сами забирать их не будут. Скорее всего, пошлют в Украину против Украины. Для этого делается. Ну и, конечно же, пытаются здесь, в Европе, проводить русские террористические, массированные террористические акции. Конечно же, то же самое будет происходить в России. В связи с этим я всех чеченцев вновь и вновь призываю. Чеченцы, вы все там 20 человек, 1000 человек, вы там не нужны. Нужно 1, 2, 3, 5 человек, которые готовы будут убиты. Пожертвовать, вот жертвы нужны будут. Все остальные вас будут подбивать, что вот надо вставать там за Палестину вставать, там, я не знаю, за Чечню вставать, там еще за чего-то вставать. Сейчас специально вот время смуты такое. Поэтому давайте все вот наберемся терпения и будем просто наблюдать. Будем наблюдать, набираться сил, накапливаться сил, чтобы снова нас, как в Сирию, не использовали. Все эти страны нас использовали. Ведь это Сирия же тоже на наших глазах происходило. Мы же все это помним. Я здесь как раз был, уже сюда приехал, я когда видел, когда по телевизору все поддерживали, как против вот этого тирана Башара Асада собираются люди. И здесь с Европы уезжали, когда никто не препятствовал, никакой пропаганды, не уезжаете, куда вы едете. Никто не говорил, да, нужно помогать, он против Башара Асада борется. А потом, когда туда добрались, когда оттуда начала пропаганда уже рисовать их какими-то исламистами, террористами, здесь в Европе они жили, никого не трогали, никому зла не желали, и только врагу России, точнее другу России, врагу цивилизованного мира Башару Асаду, пошли противостоять ему. Вроде все поддерживали на Западе. Чеченоговорящие разные турецкие издания в лице Кавказ-центра, других пропагандистов под видом религиозных деятелей призывали чеченцам немедленно поехать в Сирию, потому что если вы сейчас не поедете в Сирию, это конец света наступает. И вот последний вагон, вот надо запрыгнуть. Сейчас туда придет Махди, Иисус Христос, Иса Пророк спустится с небес на облаках, им будет сражение, и вот тогда мы соберем силы, пойдем на Кавказ, освободим Кавказ. Вот так вещала пропаганда.
1000 чеченцев погибло. Кто это сделал? Это сделал Запад, Европа это сделала. Вместе с русскими. Конечно, первые это русские были. А Европа это видела. Австрия это видела, Германия это видела, Франция это видела. Никто не препятствовал этому. Все сидели и грели руки. Сейчас мы звездочки будем зарабатывать. Сейчас мы террористов поймаем. А эти террористы жили здесь, в Европе, никого не убивали, ходили в школы, в спортзал, тренировку, на работу ходили. И им нужно было помочь, потому что надежду дали. Вот этот Кавказ-центр, русские, все вместе дали надежду, что там можно собрать оружие, создать отряды и ехать уже освобождать Кавказ. Потому что другого выбора не было. Весь мир предал чеченцев. Весь мир предал чеченцев. Весь мир уничтожал чеченцев. Потому что террористы, их нужно убивать. А сейчас, 2 года уже назад, покойный бывший министр внутренних дел Германии Шобле рассказывает нам, что да, я ошибся. Хорошо хоть признал, хватило мужества признать. Ошибся, чеченцы не террористы, они вели национально-освободительную борьбу. Вот такие вот вещи происходят в этом мире. Весь мир лицемерен, подал и коварен. Подал и коварен. Сейчас Путин сидит в бункере зашуганный, всего боится. Почему Хасана Насраллу можно уничтожить, который убил меньше людей, а Путина до сих пор не могут уничтожить? Почему нельзя это сделать? А если не хотят это делать американцы, англичане, почему нельзя дать Украине эти ракеты? Не почему надо 3 года ждать, чтобы дали? Дайте Украине ядерное оружие. Ядерные начинки с этими атакамсами и другими мощные ракеты. Дайте ракеты, и пусть украинцы решают свой вопрос сами. Нет, давайте там, мы позвоним, Шольц звонит Путину. Это не я или чего он там ему там наговаривает. Я ракеты украинцам не даю, они по вам не стреляют. Отчасти, наверное, Путин прав в том, что этими ракетами, этими установками могут пользоваться, управлять только вот хозяева этой ракеты, а не украинцы. Может быть, поэтому Шольц не дает, чтобы типа немцы не стреляют по русским, вот мы не даем, потому что мы не хотим стрелять. Так по вам, немцы, они стреляют, вы не даете. Так по вам завтра будут стрелять, ваш ГДР будут забирать. Как-то так. Аслан, теперь украинцев уничтожают, как когда-то чеченцев. Ну, не совсем так, Флэш 13, но очень близко к этому, да? И сейчас вполне может произойти, это мое наблюдение, которое происходит. Американцы переключаются на Иран, потому что Израиль это их ближайший союзник, они должны защищать Израиль. Больше, чем Украину они должны защищать, потому что слишком у них долгие и близкие отношения. И фактически, как правильно сказал Аят, Израиль это 51-й штат, можно так сказать, Соединенных Штатов. И как произошло с Чеченской республикой Ичкерия. Знаете, в Югославии, когда Слободан Милошевич воевал, и в Европе, на Западе нужно было убрать Слободана Милошевича, заручились поддержкой России. И Россия в обмен на то, что она делает все, что пожелает в Чеченской республике Ичкерия, и тут на Западе озабачиваются. Ой, как нехорошо, что вы целый там детский сад уничтожили. Ой, нехорошо. Мы так озабочены, что вот вы там пролили мегатонны просто, реки крови пролили. Мы так озабочены. И все, на этом заканчивалось. Озабоченность заканчивалась. То же самое может произойти с Украиной. Вполне возможно. Уничтожат Путина, не уничтожат. Конечно же, как Чечню не бросят, откровенно. Слишком много вложено, слишком много на карте стоит. Тогда немножко по-другому было. Россия, да сейчас даже на G20 Россия, там все встречаются, разговаривают, там, ведут беседы. Нормально, почему нет? Поэтому украинцы должны понимать, что только они сами могут защитить себя. И это уже показывают эти годы войны. Только украинцы воюют.
Поэтому я призываю французов, немцев, англичан присоединяться, вводить свою армию, войска, передавать и нужные ракеты. Все это нужно дать. Эту войну нужно закончить. Она не должна превращаться в нескончаемый поток убийств, крови, войны. Это так не должно быть. Так не должно, хватит, мы люди. Сейчас мобилизация идет, в России идет мобилизация, чеченцев мобилизуют, ингушей мобилизуют, дагестанцев мобилизуют. Куда эти люди пойдут? На войну. Они будут убивать украинцев, украинцы будут убивать их. И, будет эскалация. А для чего это нужно? Разве хотят чеченцы воевать? Или другие народы, которые до сих пор не участвовали в этой войне? Не хочет никто воевать. Нужно покончить, жестко поставить вопрос, дать 48 часов террористам и сказать, все, Москва, Лубянка перестает существовать. Вот, а как по-другому с этими террористами разговаривать? Так, за мной уже едут, говорит. Что-то долго едут у вас, бензин, наверное, закончился. Украинцы вам нефтеперерабатывающий завод разбомбили, у вас бензин закончился, да? Доехать не можете. Ну, вот видишь, ты врешь, что нету никакой мобилизации. Вот я за это тебя забаню. Слишком много ты врешь. Салам, Аслан, салам, брат, как ты? Салам, юзер, все хорошо, спасибо, как сам. Алейк салам, всех приветствую, друзья. Веселые вы, конечно, ребята. Алейк салам, Такеши, Китана. Когда будет новая война России с Чечней, говорит Артем. Артем, замечтались вы, да? Вы так удобно же было в Чечне бабки зарабатывать, звездочки, так удобно. Геноцид делать фактически. Это же не война была. 462 тысячи войск на 150-170 километров в длину, там на 16-17 тысяч квадратных километров. 462 тысячи войск загнали. Устроили в каждом населенном пункте концлагеря. Перемалывали весь народ. Ублюдины вы, да? Хотели бы еще с Чечней повоевать, да? Удобно было. В Украине не очень, да? Не нравится Украине. Вот вам не нравится, и я знаю, что вам это не нравится. И я знаю, что вам как нравилось топить в крови чеченский народ. Именно поэтому я каждый раз рассказываю вам, всем вам, какие потери вы там несете. Потому что это, знаешь, когда вы по нам стреляли из градов, там, ураганов, там, из самолетов, вертолетов обстреливали. Я сидел и думал, елки-палки, ну какая несправедливость. Вот столько они свинца на нас сбрасывают, убивают женщин, детей, мирных людей убивают, животных, все живое уничтожают, живое, строение, все уничтожается. И когда началась война в Украине, когда украинцы поставили в ряд вот эти свои установки «Град»,
И как дали они по вам, я подумал, ну, все-таки я дожил до того дня, когда без ответки ничего не бывает. Понимаешь? Без ответки. Поэтому я вам советую рыть окопы и жить в своих окопах, русские. Если у вас не хватает мужества идти против своей власти, то вам придется сидеть под украинскими западными снарядами, бомбами и набираться ума-разума, да? Так что все нормально. Ассаламу алейкум. Что скажешь про Израиль, Палестину? Кто прав, кто не прав? Да, я уже много раз говорил, юзер, тебе нужно мои стримы пересмотреть. Ваша любимая тема, отвлечения на это, да? Много раз говорил, много раз говорил. Сегодня мы говорим о русских фашистах и их геноциде под видом мобилизации чеченского народа. Геноцид под видом мобилизации. Вот об этом мы сегодня говорим. Слушайте, русские, скажите мне, а вы обменяли бы Иран на Украину? Скажите, вы хотели бы, чтобы Америка переключилась на Иран, который уже трясется с приходом Трампа, весь запуган, бедолага, и вам оставить один на один Украину? Вы согласились на такой обмен? Ну, ваших братьев, которые вам шахеды дают, там вот эти геранями вы их называете, ну, неудобно, как шахеды там. Вы же столько шахедов убивали, а тут вам шахеды дают, да, вообще. Ваша исламофобия сейчас как-то неуместна, да, получается, с иранцами. Сдадите вы иранцев, скажите, сдадите вы иранцев в обмен на то, чтобы они вам не мешали действовать в Украине? Скажите. Валейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. И только один вопрос. Если на Америку нападет Китай, вы куда побежите? Я никуда не побегу. Я нахожусь в Германии, и если Китай нападет, что, в принципе, это ваши влажные мечты, которые никогда не осуществятся, точно так же, как загнет этот загнивающий Запад, никак он не может сгнить, загнуться, загнить и так далее. А вы только будете чушь нести, сидеть и мечтать. А у вас каждый день 1610 за прошедшие сутки уничтожено и ранено. Ну, грубо говоря, 550 убитыми и 1000 с чем-то ранеными. Вот представьте себе. Красота, да. И бесстыжие сидят ко мне заходят. Вас уничтожают, дебилы, вас уничтожают. Я за чеченский народ, который мобилизует, говорю, а вы где, русские? Ваши хорошие русские, которые здесь в Европе находятся, нифига не делают, чтобы спасать своих русских. Но, в принципе, их особо спасать не надо, потому что русские идут за деньги добровольно. Да, некоторых иногда забирают. В основном и всех кавказцев, азиатские республики, вот их вы насильно отсылаете. Ну, конечно, вы же привилегированные холопы, на самой высшей холопе ступени стоите. Поэтому вас последними будут забирать. После 4 лет Второй мировой войны, вот с 41 по 45 год, у всех народов, особенно у азиатских народов, узбеки, таджики, их вообще массово просто клали на войне русские генералы. У всех была убыль населения, у всех. Только у русского народа была прибыль за 4 года войны. Маленькая, конечно, не так, как обычно, потери тоже были колоссальные, но все равно была прибыль за 4 года войны только у русского народа. У всех был минус, у всех. Мы, чеченцы, потеряли 70% своего населения. Женщин, мужчин нас просто истребляли. Всех мужчин погнали на войну, а женщин, детей, стариков депортировали. Точнее, устроили им геноцид под видом депортации. Как сейчас устраивают геноцид под видом мобилизации.
Сейчас мужчин всех отправят на войну, им женщин, детей опять можно расстреливать, что хотите делать. Именно поэтому я снова и снова призываю чеченцев не идти на эту войну, ни в коем случае. Я не призываю сопротивляться, потому что вас будут убивать. Но я призываю не идти, прятаться, симулировать, что угодно делать, не идти на эту войну. Преступную, русскую войну, русская война это. Русские убивают русских, понимаете? Пусть они этим занимаются, а нас не трогают. Надоели. Советую не бухать и не курить. Здоровье пригодится, чтобы работать, платить репарации Грузии, чеченцам, Сирии и украинцам, говорит Алаш. Да, Алаш, правильно. Вчера видел одного недобитого орка на пластмассовых палках вместо ног. Скажите, пожалуйста, почему украинцы не боятся Кадырова, а русские очень боятся? Ну, это вы спросите у русских. Слава Аллаху, говорит Арби. Так, свободная Ичкерия. Вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела. Сколько мы в эфире. Наш канал постоянно, как вы знаете, атакуется. Вот сегодня, как вы видите, его не атакуют. А так, то у нас 100 тысяч просмотров, то у нас 10 тысяч просмотров, то у нас 400 тысяч просмотров, то у нас 6 тысяч просмотров. Бедные орки не знают, как нас заткнуть, как нас остановить. Орешник хотите, говорит, монгол монголов. Знаешь, монгол монголов, ваш орешник оказался, ну как и все у вас, фейком. Вся фигня ваша оказалась фейком, понимаешь? Теперь судьба Владимира Путина в руках Владимира Зеленского. Когда Владимир Зеленский посчитает, можно наносить удар по террористу Путину, тогда будет нанесен удар по террористу Путину. Поэтому я вас всех призываю встать снова на колени, ну, на этот раз перед Зеленским, и попросить его не убивать вашего царя, не ликвидировать, не уничтожать эту моль. Понимаете? Вы же Путину становитесь на колени, там, просите у него о чем-то, там, квартиру, там, ремонт сделать, еще что-то. А теперь за царя надо просить. Понимаете? За царя. Надо Владимир Зеленский, Владимир Александрович Зеленский. Не убивайте их царя. Вот вы должны просить. Понимаете? А то вы себе что-то просите, а для Путина, значит, ничего не просите. А он, бедолага, уже детьми прикрывается, сидит. У него Кабаева с одной стороны, с другой стороны мальчики, девочки, обложился всеми. Сидит, бедолага, короче. Где вы, короче, когда он у вас собиратель земель русский, он великий у вас, Владимир, да? А как ему Владимир Зеленский ракеты может отправить, вот тогда сразу вы по кустам. Все русские вышли и на колени упали перед Зеленским. Просить, требовать он. Вот нагло требовать, стоя на коленях, да, Владимир Александрович, не убивайте нашего царька, да. Что это такое, да? Как так можно? Он же тоже жить хочет, понимаете? Так. После победы Трампа хвалили его, теперь после атаки ракеты он плохим стал. Великая Россия, супер великая Россия, у них даже операции на операционном столе остановились.
У них, короче говоря, люди, которые шли там по супер важным делам, замерли в ожидании, кто же будет избран президентом Америки. Камала Харрис или Дональд Трамп? Дональд Трамп или Камала Харрис? Великая Россия просто в предвкушении ждала, как кто же станет новым хозяином, царем царя кто станет, да? Царям царя стал Трамп, да. Я предложил новые имена. Поплант, денацификация зеленого путляра. Ну ясно. Нет у тебя просмотров. Зачем врать, говорит Иннокентий. Иннокентий, ну вот зайди ко мне на YouTube канал. У меня стрим идет в YouTube канале и в TikTok канале. Да, здесь поменьше просмотров, почему-то в последнее время. Сейчас здесь 853 человека смотрят. Было сейчас 1500 было. Так что дело в том, что ваша страна меня объявляет террористом, экстремистом. Кто я там у вас? Фашист? Нет, иноагент, шпион, то есть. Фашнявая русня признала в конце концов, что я иностранец. Иностранный агент я. Иностранец я. Вот так вот. Витаю, Бавонятка. Бавонятку. У орков вся надежда на Америку. Да-да, говорю. Великая Россия ждет с придыханием, пока американцы не передерутся, не устанут, не умрут, там что-то случится. С придыханием ждут, бедолаги. Что же делать, что же делать? Не умирают американцы, революции у них не происходит. Ну что же делать? Да. Великую Америку сильно интересовал Навальный. Но, знаете, да, к большому сожалению, я не могу понять вот этих телодвижений. Навальный, как его... Ну, знаете, я думаю, ну, сказать, что американцы не интересовались, было бы неправильно. Откуда-то бабки у них идут, какие-то у них финансирования есть, может, русские финансируют, такую видимость создают. Но, опять же, так все переплетено, например... Есть такой Христо Грозев. Ну, он там чуть ли не личным расследователем Навального стал. А очень какой-то странный этот Христо Грозев, на мой взгляд. Потом, когда Навального отравили в самолете, некоторые говорят, это передозировка обычная была, а некоторые говорят, там, отравили. Ну, похоже, что не было отравления как такового от новичка, как нам рассказывают. Но его почему-то доставили в Германию. Ну, как разрешить вывести человека, врага своего, которого ты только что отравил новичком, вывести его в Германию? Отвезли в Германию. К нему в палату приходит Ангела Меркель. Вот здравствуйте. Кто такой Алексей Навальный, чтобы к нему приходила Ангела Меркель? Значит, они связаны каким-то образом, получается. А мы все знаем, кто такой Навальный. Нам это на Западе могут, там, они своей публике тут могут сказки рассказывать. А мы знаем, кто такой Навальный. Мы знаем, кто такой вот вокруг него вот эта вся шобла, которая собрана. Кто это за люди? Они потомственные, там КГБшники есть. Абсолютно они ничего не делали для народа. Никем они не являлись. Навальный ни в одном уголовном деле не участвовал. Адвокат должен был хотя бы в уголовных делах участвовать. Ни в одном уголовном деле. Зачем адвокатом стал? А для галочки. Чтобы вот я был адвокатом, там, 3-10 и так далее. Потом возвращается каким-то образом странным. Вот я, например, не могу сказать, что я робкого десятка по сравнению с Навальным, что я там больше боюсь смерти, чем боялся ее Навальный. У меня в голову такая мысль не придет возвращаться в эту фашистскую русню.
Значит, кто-то должен такие гарантии дать Навальному, что он возвращается в Русню. И потом он умирает при странных обстоятельствах. Некоторые говорят, это передозировка была, откачать не смогли. Некоторые говорят, он не в тюрьме сидел, а в санатории при тюрьме, там, в каком-то своем гостиничном номере сидел. И выводили его, чтобы видео снимать. А мы знаем, что такое российская тюрьма. И нам никто сказки пусть не рассказывает, что оттуда писать, если они не захотят там внутри, чтобы ты писал, ты никогда ни одной записочки не напишешь. Писал, посты писал, выдавал тексты, такой весь революционер, политически преследуемый там и так далее. Ну, смешно. Мы все это видим, мы все это знаем. Ну, как это все происходит? Очень странно. Теперь идет грызня между навальнятами, КГБшниками и ходорковскими КГБшниками. Эти их бьют, избивают, пытаются убить и вывести. Мы все это видим, у нас на глазах все это происходит, их разборки. Избивают Волкова, еще кого-то там нападают. Потом ловят этих, кто напал. Оказывается, это Невзлин заказывает Волкова, чтобы его вывезли. Не просто убить, надо вывести. А для чего это делается? Для чего выводится? А когда он пытается вывести Невзлин через ФСБшника, а как, кроме как ФСБшников, ты на территорию России завезешь? Пограничники, ФСБшники, как минимум пограничники должны быть в курсе. То есть ФСБ должно быть в курсе. А ты Волкова там завозишь, допустим. Как это? Куда это годится? Сидят, вот она ваша демократия русская, либеральная, там русские, хорошие русские. Вот она, фашня самая настоящая. Методы какие? Методы, смотрите, какие. Вот такая вот это. И все на Западе подыгрывают, да. Меркель, я не знаю, как там американцы подыгрывают. Но очень странно, что происходит. Американцы могли бы очень легко разобраться в чеченском вопросе, в русском вопросе. Очень легко. Ну, значит, кому-то не нужно. Не нужно кому-то это. Навальный был наркоманом, его ФСБ не травило, у него был передоз. Ну, вполне возможно. Вполне возможно. Другого объяснения нет. Нам не показали ни причину смерти, не сказали. Как-то они очень быстро так съехали, не стали обвинять ни мама, ни все остальные. Вот сейчас говорят, да, это Путин убил его в тюрьме. Да, да. А кто конкретно, где доказательства? Труп же отдали. Почему нет экспертизы, причин смерти? Если отравлен, ну, дайте нам результаты этой экспертизы. Нет никаких результатов, понимаете? Обман. Самое настоящее. Когда ты пишешь, Ичкерия, когда ты пишешь какие-нибудь оскорбления, он сразу же удаляет этот ТикТок, эти комментарии. Поэтому пытайся писать без оскорблений. В итоге Китай и Америка договорятся. Все-таки бизнес главнее. А Россию салют, походу, по мне. Так-то мирный план Китая и Бразилии, там говорится, вернуть земли Украине и Крым еще. Адвоката не пустят, тем более посты. Совершенно верно, Бавонятка. Я знаю, о чем я говорю. Я работал адвокатом, я ходил во все эти тюрьмы, ну, в основном в Москве, Московской области. Но вас не допустят просто, понимаете? Иногда в отделение полиции адвоката не пускают. Не то, что в отделение полиции адвоката не пускают. Приходилось там дежурного прокурора по городу ночью, если поднимать там, звонить там, хай поднимать, адвоката просто не допускали. Конечно. Что сидит этот Навальный, пишет посты такой, все такие крутые, все друг друга прикрывают. Короче говоря, такая вот тема.
Элер Саламаш, Хольс Варбек. Мадиц, Мичеру Мадиц. Мичеру Мадиц. 100 раз говорил. Да, много стран с этим Навальным. Кругом сеть агентов влияния КГБ, ФСБ. Все эти Ходорковский и Навальный за сохранение старой системы. Они против Путина, но не против разрушения системы. Совершенно верно. Они хотят за место Путина просто сесть у руля. И вот эти вот в чеченском, вот в этом сегменте, я когда сюда ехал, я думал, так, здесь в Европе находятся чеченцы, которые против России, которые за свою свободу, за независимость там и так далее. Ну, мы разделены, там религиозные, там есть разные взгляды, течения. Ну, в общем, мы все на одной стороне, разберемся там и так далее. Достаточно вот против России выступать, там, бороться. А когда я сюда приехал, я увидел, что здесь, внутри нашего общества, есть российские агенты, которые и исламисты, и демократы, и ичкерийцы. Разделились. А настоящие демократы, настоящие исламисты, их уже практически истребили партии. Нет никого таких. Посадили, убили там и так далее. А демократы и ичкерийцы, они в подполье. Вот кто реально борется за свою страну и так далее. Потому что их убивают. А остальное действуют вот симулякры. И оказывается, здесь нужно не только с Россией, оказывается, бороться. Нужно еще с этими симулякрами разными бороться. Объяснять людям, доказывать им, смотрите, нас эти ведут в пропасть. Ну, такая вот большая-большая каша здесь получилась. Вот такие вот дела. Все хотят сохранить систему, и все хотят, чтобы все осталось как есть, двинуть Путина и Кадырова, вернуться вот на их миллиарды и все, и дальше. Причем также управлять, также. Все преступления, которые они вместе с Кадыровым, с Путиным совершали, все на них взвалить, как когда-то на Сталина все одного взвалили. И потом дальше, как будто все нормально, дальше существует. Вот какой план идей. А нас этот план не устраивает. Опасно тоже такая лезть в Америку через Борового. Шамиль, ну я не знаю, что там опасного, куда лезет Закаев, куда лезет Боровой, и Закаев, они никуда лезть не могут, они могут вот имитировать какую-то деятельность, самую настоящую имитацию деятельности. Здесь, в Европе и вообще в мире, есть демократия, где поддерживает народ. Ни Закаева, ни Борового народа не поддерживают. При всем при том, что огромное количество и средств выделяется на рекламу, раскручивание и так далее. Не поддерживает. И никогда чеченский народ не поддержит Закаева. Не потому, что я здесь какую-то работу веду, а потому, что Закаев сам себя в чеченском обществе так зарекомендовал. Понимаете? Если бы Закаев себя порекомендовал бы получше, то его, может быть, и поддерживали бы. Да, его вот эта пропаганда, его имитация деятельности могла бы увенчаться успехом. Но этого не произойдет никогда. Чеченский народ, а мы тем более разъясняем. Вот, а я очень хорошо это делает с фактами, с доказательствами. Чеченский народ начал понимать. Движение в чеченском обществе идет, и слава Богу, я просто боюсь сглазить, как говорится. Но чеченское общество просыпается, гражданское общество просыпается, появляются симулякры, к большому сожалению, появляется много симулякров, которые первое время они приносят пользу, потому что те, кто еще чеченцы в подполье находятся, они для своей безопасности еще не уходят, не верят, ни Западу не верят, никому не верят. И правильно делают на самом деле, что не верят, потому что столько разочарований в этом мире было, да, от всех, от самых близких эти разочарования, самых там Радио Свобода, Голос Америки, BBC, Deutsche Welle, Советский Союз, враг, это тюрьма народов, мы должны стать свободными, боролись там. Все перешли на сторону, душой и телом, весь Советский Союз поверил Западу.
А Запад сказал, так, мы сейчас будем делить, это нефтяная скважина моя, вот это газовая его, это вот его. А где же права? А где же то, что люди хотят? А вы подождите, вы там пока разберитесь, вы там разберитесь, нам пока некогда. Вот как все это происходит, да? Поэтому мы должны понимать это все. Чеченцы, в первую очередь, чеченцы должны это понимать. Должны понимать и знать. Дождь тоже. Конечно, Павел, дождь, все это симулякры. И все, кто их смотрит, они пособники этому, понимаете? Неумышленными, да, удобно посмотреть, красиво преподают, там, привык ты уже это смотреть. Смотришь, а по факту вы же им делаете рейтинги. Ну, они еще, конечно, сами раскручивают свои каналы. Почему все эти каналы не запрещаются в фашистской России? Почему? Объясните мне. Почему мой 100-тысячный канал, когда он был 30 тысяч, был за 20 тысяч, он был, или 10, он 20 тысяч был, запрещен на территории фашистской России? Я за демократию, за права человека. Да, говорю правду как есть. Это мой большой минус. А почему радикальные, исламисты, каратисты, там разные всякие, их каналы русня вещает? Потому что это их люди. Разные дожди, можди, то же самое. Вся эта агентура, да, якобы они как бы Западом, они гранты тут получают, там им выполняют какие-то поручения, а так работают и тем, и этим. Тем и этим. К большому сожалению. Так я же говорю, чеченское общество просыпается, опять война будет, или что, как. Чеченское общество просыпается, и мы призываем чеченское общество, гражданское чеченское общество, призываем использовать несиловые методы борьбы за наши права. Когда мы находились на своей территории, когда у нас была земля, оружие, народ, тогда можно было вести. Сейчас боевые действия. Мы вели, как никто никогда в этой истории не вел войну. Мы вели такой силами несопоставимыми просто для ведения войны. Такой большой разницы. Но сейчас наша территория оккупирована. Нам территорию удерживать уже не надо. Гибнуть каждый человек, он на вес золота, гибнуть нашим людям не надо. Да, мы готовы умереть, мы готовы отстаивать свои права, но мы не готовы сейчас идти на войну, у нас нет ни сил, ни возможности, ни правовой основы, потому что весь мир нас снова объявит террористами, каратистами и будет помогать русским. Поэтому пусть теперь Запад воюет, пусть теперь Германия воюет, Франция воюет, Англия воюет, Америка воюет. Пусть они теперь устанавливают. А мы будем заниматься ненасильственными методами для установления признания нашего государства, установления связей между государствами, создания гражданского общества, чеченского гражданского общества. К сожалению, как я сказал, много симулякров сюда загоняется под видом разных там хороших. Ну вот наш канал есть президиум правительства, который выступает в качестве маяков, чтобы вот эти все симулякры, все обманы разные, которые и существуют, чтобы они наш народ не обманывали. Мы этим занимаемся тогда, когда это еще не было в тренде, когда это было очень-очень не модно, скажем так. Это сейчас все стали демократами, все сейчас стали борцами за права чеченского народа. А 5 лет назад или 10 лет назад этого близко не было. И нам приходилось все делать первыми, ну и пробивать вот эту блокаду информационную. Но будем просвещать своих людей, просвещаем. Вот вчера пишут, сегодня пишут, каждый день кто-то пишет, говорит,
мы теперь понимаем, о чем вы говорите, к чему вы говорите, к чему вы идете. Потому что мы не врем, никогда не врали и никогда не будем врать своим людям, своим зрителям, своим гражданам своей страны. Потому что мы знаем, что мы находимся на грани вымирания, на грани исчезновения, истребления. И Россия открыто говорит, что надо использовать чеченский народ, чтобы примирить русских и украинцев, братьев. В Украине тоже много фашистов, которые ненавидят чеченцев, которые ненавидят Ичкерию, которые хотели бы за наш счет, за нашу кровь снова помириться. На Западе бы, я уверен, в Германии нашлись бы, в других странах нашлись бы, кто хотел бы на фоне борьбы с исламским терроризмом снова помириться с русскими и снова пить на бруденшафт. Но мы надеемся, что нам удастся чеченцев уберечь, удается, слава Богу, по чуть-чуть, как говорится, вода камень точит. Люди начали понимать, люди доверяют, все ждут, что скажут Аят Эдигов, что скажут на канале реалити, когда по каким-то событиям. Мне говорят об этом, что вот посмотрим, что скажет Аслан, подождем, посмотрим, что там, как там. Поэтому это очень важно, чтобы наши думающие, пассионарные люди, они не были обмануты. И вот таким вот образом, я думаю, мы выкарабкаемся из этой тяжелой ситуации, которая еще какое-то время продлится, но недолго, я очень на это надеюсь. И всех призываю собираться, объединяться вокруг нашего президиума правительства, единственной легитимной власти чеченского народа, которая не предала интересы чеченского народа, не продались, не перешли на сторону, стояли верой и правдой, все положили на этом пути, все, жизни родственников, друзей, соратников, имущество, все, что у них было, всю свою жизнь. 30-40 лет они на этом. Вот с 90-го года, 34 года, 35 лет стоят на страже. И будут дальше стоять. Есть, и замена есть, и новые есть, и все есть. И архивы есть, и юридические основания есть. Всех преступников знаем. Всех. Ну, всех, может, не знаем, но большинство мы знаем, кто является непосредственным виновником геноцида чеченского народа. Вот как-то так. Все нормально. Будем бороться. Будем бороться. Да ну, Шамиль, слишком много им чести их обсуждать, говорить, слишком много говорить не стоит. Ничего не сделают. Его Величество, господин чеченский народ будет решать в чеченском обществе. А ему, этому Величеству, чеченскому народу, нужно дать правду. Вот все, что нужно дать. Критический анализ должен быть сделан и преподнесен. Вот давайте сами домысливайте. Чеченцы не русские. Нам не нужен вождь, который ведет нас, бьет нас, приказывает нам и так далее. Чеченцам нужен лидер. Чеченцы так способны, мы свободные люди. И чеченцам нужен лидер, которому они верят. Верят, что он искренен, честен и умный. Что он им дает правильный анализ, правильную информацию. И чеченцы сами идут. Вот ты им показываешь путь. Вот этот путь приведет нас к успеху, к победе, к удаче. Это богоугодное дело, это нужное дело для нашего народа, для нашего поколения, будущих поколений. И все, чеченец сделает это лучше, чем из-под палки кого-либо, если будут заставлять. Лучше любого он этого, он будет землю рыть, руками копать, но он пройдет этот путь. Вот такие мы чеченцы. Поэтому наша задача вот этом разобщенном, обманутом мире донести до чеченцев правду. Может быть, не так хорошо мы это делаем, может, не так красиво мы это делаем, как некоторым хотелось бы от нас слышать. Но мы делаем это искренне и честно. И нас слышат, нам верят.
ну, без ложной скромности скажу, доверяют. И это очень радует. И мы знаем, что мы не подведем их. Да? Может быть, нас не станет, потому что наши враги очень этому не рады. Им не нужен вот этот маяк, эта точка честной, правдивой аналитики, информации. Но я верю, что среди чеченцев молодое поколение, другие люди, не очень даже молодые, займут наше место и продолжат путь. Ничего страшного, мы и так много сделали, на мой взгляд, чтобы сломать все программы и схемы, которые Россия против нас готовит. Много сделали. Конечно, хотелось бы больше, но с учетом имеющихся возможностей сделали больше, чем даже, возможно, могли бы. Я за Чечню, Дагестан, Осетию, всех кавказцев в составе фашистской России. Ирина Зай, при чем здесь Чечня? Хотите, Дагестан, Осетия, ну будьте с Россией, пожалуйста, мы вас насильно оттуда забирать не собираемся. Ну мы при чем? Мы вышли из Советского Союза, мы воевали, в отличие, весь мир видел, что вся страна, весь народ воевал. Это покруче любого референдума, любых выборов. Мы показывали, как мы не хотим жить с Россией. Оставьте нас, мы вас, мы как к дохлой скотине относимся к вашей империи, понимаете? Она вонючая и опасная, ядовитая она, понимаете? Это для нам нужно выжить просто. Дайте нам выжить просто. Мы вас просто в упор не видим. Вот у вас осетины, ты, наверное, осетинка, раз ты там осетинов упоминаешь. Вот у вас они детей в Беслане сжигают из огнемета, вас там они уничтожают. Ну, вам это нравится. Ну, живите с этим, нравится вам. Ну, будьте холопами, рабами, кайфуйте. Они будут убивать вас, когда им захочется. Мы нет. Мы, извините, мы из другого теста даем. Мы пойдем другим путем даем. Аслан, больно слышать, что в Украине не любят чеченцев. Я таких не встречала, но верю вам. Всегда Украина поможет народу, которого угнетала Раша. ЧРИ Украины были вольными и будут. Светлана, я, конечно же, большим уважением, вы знаете, все, кто смотрит, я с большим уважением отношусь к вашей борьбе, к вашему народу. И, на мой взгляд, я сделал больше, чем любой украинец сделал для чеченцев. Вот в информационном смысле я для Украины сделал больше, чем 40 миллионов украинцев из них сделали для чеченцев. Без ложной скромности скажу. 10 лет я на посту, без чьей-либо просьбы, без чьей-либо указаний, верой и правдой служу интересам украинского народа. Без ложной скромности, конечно, извиняюсь, но именно так. Но есть в Украине люди, которые хотели бы помириться, которые принимают Закаева, есть Кирилл Буданов, есть разные Подоляки, Арестовичи и другие деятели, которые, ну, кто-то может и предатель Украины, а кто-то может так считает, видит для Украины лучшее, что, ну, кто такие чеченцы, пожертвуем-ка мы ими, да, и так далее. Как-то так, есть, конечно. А так, конечно же, Украина, мы с вами до конца, до вашей победы, мы, настоящие свободные чеченцы, с вами. Будете вы к нам плохо относиться, будете вы с нами поступать, как русские поступали, но все равно мы хотим, чтобы вы победили. Для нас это очень важно. Уважаю ваш народ, свободу и независимость Ичкерии. Спасибо, Берег, спасибо. Я крут, так как с тобой Ичкерии. Шамиль, все, наш парень. Боже, храни Америку.
Молодцы, какая сила, молодцы чеченцы. Анага, мажоба, мажоба. أزعون هدينا شوات سوزكاس чё дюхалухо цунбо борз одино. Ну, значит, ты не так следишь за деятельностью. Не так ты следишь за деятельностью. Ну, ничего, ничего. Как раз завтра мы выложим видео с Александром Сотником, обсудим разную вот эту КГБшную агентуру, агента влияния, полезных товарищей, которые думают, что они делают что-то полезное для своего общества, народа, а фактически служат России. Обсудим список Александра Сотника и мой дополнительный к этому список, который я внес. Так что будет интересно, очень будет интересно. Также завтра будет стрим с Аядом Идиговым. На чеченском языке он будет. Так что все будет, Леон. Ты кому служишь? Я служу Его Величеству, господину чеченскому народу. А что? Все малые, малочисленные, Хава Гапурова, малочисленные народы за вас. Спасибо, Хава, спасибо. Итак, Леон, я думаю, наверное, сегодняшний свой стрим я тогда закончу, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра будет стрим с Аядом Идиговым в 19 часов. Ну, за анонсом следите, за час, за два, может быть, я смогу разместить анонс. Друзья, держитесь, всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. К сожалению, ничем, кроме совета, вам дать мы не можем помочь. Только не идти в армию, не подписывать никаких документов, не идти никуда. Даже если вас посадят, что бы ни случилось, притворитесь больным, убегайте, не ночуйте дома. Ну, что угодно делайте. Оказывать сопротивление, в принципе, бесполезно. Будут расстреливать, будут убивать. Ненасильственные методы применять. Пусть забирают москвичей, пусть забирают петербуржцев, екатеринбуржцев на эту войну. Пусть они воюют. 10-миллионный, 12-миллионный Москва пускай собирает батальоны, армии и идет, воюет, куда хочет, что хочет, делает. А это не наша война, нам нужно выжить. Нам нужно выжить. Вот наш лозунг. Всего самого хорошего. Адикюэль маш ойл. Ща дырк Ичкерия. Все будет Ичкерия. Адикюэль.